Это программа «Энергия». Здравствуйте. Программа о людях, которые совершенно точно знают, откуда берется энергия, куда девается и сколько ее нужно, чтобы отопительный сезон благополучно завершился и начался вновь через какие-нибудь 3 с небольшим месяца. Лето, как всегда, пролетит быстро, и осень озадачит нас типичными для Нерюнгринского района вопросами. Ветхое деревянное жилье в городе и поселках, местами слабые теплосети, изношенные системы водоснабжения и водоотведения. Эти и другие проблемы обсуждали на прошедшем в середине апреля совещании представители исполнительной власти города и поселков, а также руководители жизнеобеспечивающих организаций и предприятий, в том числе Нерюнгринской ГРЭС. Энергетики подвели предварительные итоги своей работы в отопительном сезоне 2010-2011. Ими проведено более полусотни запланированных мероприятий. Это ремонтные работы, пополнение запасов топлива, подготовка персонала. В общем, все идет по графику, но стабильность это возможно скорее не благодаря, а вопреки. Вопреки огромной и продолжающей расти задолженности населения за услуги ЖКХ. Только энергетики недополучили за поставленное тепло и свет более 240 миллионов рублей. Пока эффективного способа заставить потребителей платить не найдено, так что готовить оборудование к следующей зиме коллективу Нерюнгринской ГРЭС придется тоже в долг, то есть за счет других филиалов дальневосточной генерирующей компании. Мы рассказываем об одной из самых жизнеобеспечивающих отраслей промышленности. И в силу этой своей высокой миссии энергетика нуждается в особенном внимании и защите. Например, от огненной стихии. Вот почему Нерюнгринская ГРЭС и ее пожарная охрана практически ровесники. Первый энергоблок станции был запущен под новый 1984 год, уже в самом начале которого началось формирование пожарной части. В том же году было сдано в эксплуатацию здание депо. Его строительство курировал инспектор ГПН, капитан внутренней службы Валентин Скороход. Он же вошел в историю как первый начальник части. Она именовалась тогда военизированная пожарная часть 4. В составе ее караула, заступившего когда-то на свое первое дежурство, было немало молодых ребят из московского гарнизона пожарной охраны. Почти до конца 1985 года в части существовало отделение, охранявшего покой всего Серебряного Бора. Но на протяжении 25 лет основная задача этих ребят остается неизменной. Обеспечение безопасности всех объектов Нерюнгринской ГРЭС заключается не только в круглосуточном несении службы. Важна также профилактика. Персонал обучают необходимым правилам пожарной безопасности, бойцы регулярно проводят учения и тренировки. Результат очевиден. За все годы работы на предприятии не было ни одного сколько-нибудь серьезного происшествия. Это при том, что станция считается объектом весьма сложным с точки зрения пожарной безопасности. Здесь запутанные коммуникационные и кабельные системы, в производстве применяется горючее топливо. Кроме того, Нерюнгринская ГРЭС – это не только производственное здание самой станции, но и целый энергетический комплекс, включающий Чурманскую ТЭЦ, городскую водогрейную котельную, районные тепловые сети, открытое распределительное устройство. При этом, надо отметить, сотрудники с поставленной задачей справляются. И если часть неоднократно меняла свое название и нумерацию, то коллектив ее отличается завидным постоянством. Он стабильный, очень много опытных, давно работающих бойцов. 11 лет ими руководил подполковник Юрий Мироняк, а в прошлом году его сменил майор Олег Вишняков, начинавший свою службу здесь в 1992 году инспектором. В общем, достойный путь, замечательная репутация, надежная служба. Именно с такими показателями и встретит свой профессиональный праздник в последний апрельский день весь личный состав этой пожарной части.
Желание, а главное возможности вести здоровый образ жизни у энергетиков были и есть. Мы об этом рассказываем часто. Но, как выяснилось, мало им своих спортивных традиций. Они положили глаз еще и на чужие. А что поделаешь, энергичные люди, именно так нарекла себя команда «Энгресс», должны оправдывать свое название не только словом, но и делом. Дело было на открытой площадке стадиона «Горняк». Хорошо просматриваемое и продуваемое во все стороны апрельским ветром место было оккупировано 10 командами-участницами. Так как мероприятие обещало растянуться почти на целый день, они построили по периметру свои шалаши и начали подгонять своих спортсменов и отвлекать соперников шашлычным дымком. Изначально День здоровья был задуман как корпоративный праздник спорта для работников Якутугля, но позднее к горнякам примкнули коллективы других предприятий и организаций. Участники бегали, прыгали, стреляли, поднимали гири, толкали автомобиль, носили женщин на руках. Многие конкурсы назывались забавно, например, «Слоник», да и чего греха таить, выглядели так же. Однако вместе с тем требовали от участников неимоверных физических сил. Для Нюрнбергской ГРЭС это выступление было дебютным, но, несмотря на неопытность, во многих конкурсах им удалось продемонстрировать редкую волю к победе, а в футболе на снегу и вовсе занять первое место. Якутская зима, как звезда отечественного шоу-бизнеса, вроде бы обещает навсегда уйти со сцены. Но на самом деле есть подозрение, что еще не раз вернется, дабы спеть свою якобы последнюю песню. И в таком случае «Проводы зимы» – это традиционная пиар-компания, которая не гарантирует ровным счетом ничего, кроме хорошего настроения. Но ведь и это немало. В нынешнем году передвижных представлений на колесах было всего 3. Работники железнодорожного цеха «Энгресс» подготовили злободневную миниатюру о Федуле Царе, дочери его Марфе и решении финансовых проблем. В итоге они заняли 2-е место, разделив его с коллегами из Неррингри-энергоремонта. Что, в общем, не стыдно, учитывая, что уступить пришлось коллективу Серебряноборского детского дома-интерната, у которого машины было поменьше, а вот творческой энергии сколько угодно. Я поздравляю всех зрителей программы «Энергия» со светлым Христовым воскресением. Главное, берегите тепло и свет в душе, потому что за свет и тепло в домах есть кому отвечать. И об этих людях мы обязательно расскажем в мае. До встречи!